и я проводник мира. Как ты узнала про свою силу? Заранее уже с детства знала, кто что думает, кто когда уйдет из этого мира. Зарьяна Юмшанова, да, но у тебя есть второе имя Аркудай. А мне 38 лет. 38. Самая первая моя косметология – это энергия. Да? Как только я отказалась от мяса, я сразу улетела. Человек заходит, и мне не нужно даже оглядываться, я уже знаю про этого человека все. Я просто одним объятием могу освободить человека от многих насилий. И поэтому тело человека начинает вибрировать. К тебе приходят запросы, например, я хочу увеличить свой доход. Как это происходит? Глаза расслабили, закрыли. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, ты не выбираешь страданий. Бобби Хигиней, а тут цел иннетигер тох кетерибу андойдун. Всем привет, с вами Винокурова Ариадна, мы на подкасте Хайдах Баранан, и сегодня у нас в гостях Зарьяна Юмшанова. Зарьяна, привет. Привет. Как настроение, как состояние? Настроение у меня очень гармоничное, тихое, спокойное, и я готова открыться сегодня. Давай сегодня настроимся, чтобы этот эфир был максимально полезный, да, и нужный нашим зрителям. Нас смотрят из разных стран, да, из разных улусов, городов, да, и давай начнем со знакомства. Как бы ты себя представила нашим зрителям? Меня зовут Зарьяна Юмшанова, и я проводник мира, который создает для человека единство с собою и миром. Отлично. Давай вот представим, да, твою жизнь как интересную, очень интересную книгу. И давай вернемся в самое начало. Да, давайте. Твое детство, семья. Как ты узнала про свою миссию, да? Как ты узнала про свою силу? С чего все началось? Так, сейчас. Миссия. Миссия души, она изначально находится с момента рождения человека. И в самом детстве, если наблюдать, чувствовать, да, свое детство, ты там уже изначально показываешь свою миссию. У меня уже изначально это было видно. Во-первых, у меня всегда большое, огромное, доброе сердце было. И я даже думала, почему у меня такое доброе сердце, и очень много плакала. Я все чувствовала. Я все чувствовала то, что происходит с природой. Но я не знала, что я, оказывается, это чувствую. И я думала, почему люди не могут это чувствовать, почему так делают больно. И потом, по ходу дела, это раскрывалось, но оно раскрылось в тот момент, когда я выбрала быть настоящей собой. Это уже начиная 2016 года постепенно начал открываться, и самый пик был 2018-2019 год. Но с самого детства ты уже знала и чувствовала, что у тебя большая, огромная миссия. Я говорила такими большими словами, да. Я вырасту, и я буду видеть весь мир. Я вырасту, и я стану такой большой. Но я чувствовала огромную вселенную, что за этим что-то есть. Что я не просто так родилась, и я думала, неужели так жизнь заканчивается одним тем, что ты живешь просто, да, и все. А для меня всегда было интересно за пределы того, что я сейчас вижу, за пределы того, что я слышу. И это то, что я являлась сама изначально пространством, то есть пространством, энергией просто. И поэтому я не от ума жила, а из чувствования, из своего сердца. А это не всегда совпадало с реальностью, и это показывалось даже как будто я не с того мира.
не с того мира. И когда я с детства все-таки, когда это все начало раскрываться, то есть я начала слышать то, что не слышат другие. А я думала, что это нормально, что так должно быть. Да? Нормально должно быть, когда ты видишь сущностей. Нормально должно быть, когда ты слышишь звуки странные за пределами. И я думала, что это нормально, все так слышат, так должно быть, что мы живем все в одном мире, да, то есть люди, сущности и аббасы, да, аббасы. И вот как бы для меня это как будто нормально было. Но потом я подумала, что, может быть, с моей психикой как-то что-то не то, что люди, оказывается, этого не видят. И я только узнала только тогда, когда с двоюродной сестрой мы собирались спать когда-то. И я говорю, смеюсь, я говорю, вот это ты видишь, и я лицо корчу, как они на меня смотрят. И она там как испугалась, да, и я думала, а почему она испугалась так странно? Я думала, все это видят, да, и я заранее уже с детства знала, кто что думает, кто когда уйдет из этого мира. Я это все знала, но я молчала. Из-за того, что у меня были знания, я стала закрываться. То есть я стала больше молчать и как бы не то, как бы, чтобы не ляпнуть, да, потому что у меня, мама была очень строгой, и если я не то скажу, то я уже получу, да, поэтому для меня это стало страхом. Знать больше за пределами того, что я знаю, для меня стало страхом и опасно для моей жизни. Для меня стало, если я знаю, если что-нибудь я скажу не то, это, кажется, я не права. То есть я ушла в неправильность себя. Но, наверное, через это тоже нужно было пройти, да, вот по этому пути. Да, я считаю, что у меня самая такая великолепная жизнь, которую я могла выбрать, потому что это только я потом поняла, да, потому что если бы не все эти уроки, начиная с момента, с маленького детства, когда я только начала помнить себя, если я бы не прошла этого, я бы не стала той, которая сейчас сидит перед всеми вами. И с теми знаниями, мудростью, и то, с чем я могу поделиться с этим миром. Отлично. Заряна, вот расскажи, я смотрела, да, вот готовилась к интервью и смотрела твой Инстаграм, да, и видела то, что ты работаешь с людьми по разным направлениям, то есть как будто миксуешь. Там есть и якутское учение, есть и другие, да. Вот как проходит твое обучение? Это происходит во сне или тебя обучают в каком-то параллельном мире? Вот расскажи про это. В какой-то определенный момент все равно есть наставник. Да? Это когда мы вот в этом мире все равно мы имеем наставника, потому что каждый человек, который учится, он идет за кем-то, а это за учителем. И у меня есть высшие учителя, которые обучают там. Когда я только сначала не признавала их до тех пор, пока, скажем, мне не дали как бы пощечины. Да, как бы пока не дали мне в голову о том, что они есть. Как только я пыталась отказываться, пыталась быть обычной, нормальной, привычной для этой жизни, для этой реальности, для этого мира, для этих людей. Каждый раз мне приходили эти огромные люди и начинали давать мне понять, кто я. Кто я. Даже с того мира вот просто человек, да, просто на меня смотрит. Это такие огромные, даже воины, да, воины, это тысячелетиями люди, которые жили из других стран, да, они ко мне приходили, и просто секунда, и все, и я получаю все знания только одним взглядом. Вот так они меня начали обучать. А потом, когда я начала больше познавать тот мир, я уже начала слышать о том, что есть время определенное для учений. То есть там есть двери свои, да, ты там заходишь, там сколько ты имеешь такого доступа, столько ты и обучаешься. Вот как говорят, если ученик готов,
то учитель тоже готов дать. И в том мире высшие учителя света, они начинают обучать тебя. Я туда отправляюсь, я знаю, это бывает в медиативном состоянии. В любой момент я могу туда постучаться, и там мое место есть. Мое место есть. И я могу проходить разные обучения, и мои знания за один день — это, наверное, та выгрузка, на которую я готова. А на которую я готова — это насколько я готова стирать себя каждый день. И поэтому вот сегодня, например, я с 4 утра до 10 утра я стирала себя полностью. То есть я стираю полностью свои вот эти все старые программы. Прошлые я называю уже вчерашний день. Вчерашний день. И вот, например, то, как мы сегодня строим нашу жизнь, это все от вчерашнего дня. Почему так происходит? Потому что мы остаемся там, на вчерашнем дне, из опыта строит ум. А если ты без ума, скажем, без ума, если ты умеешь ловить тишину ума, спокойствие, и при этом расширяешь свое сознание, осознание, тогда можно быть в настоящем моменте, только в этом дыхании. И каждый раз, когда ты смотришь и думаешь, я снова в новом мире. Да. Зарьяна Юмшанова, но у тебя есть второе имя Аркудай. Давай расскажем вот про второе имя, что это обозначает и вообще кто она, Аркудай, для тебя? Аркудай — это энергия. Энергия Вселенной. Энергия Вселенной, я считаю, что... вообще, как имя пришло, Аркудай, она пришла с белоснежным волшебным снегом, когда только мне высшие давали вот это имя, они окружили меня белоснежным снегом, вьюгой, пургой только на том месте, где я одна стою. И это было в течение, наверное, 10 минут, может меньше, может больше. И когда я начала говорить «Хар, хар, 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 хар», что ты хочешь сказать? «Хар!» И оно такое отсюда, я смотрю туда, там нету, там нету. Я думаю, что происходит. И я не хочу отрывать глаза, потому что это похоже на то, что вот, например, у маленького ребенка ты же вот как называется вот эта штучка, которая как дискотека, как вот шарик. Шарик, Да, и это прямо вот такой шарик, и она тебя как будто поднимает. И в этот момент как будто я приподнялась. Приподнялась. И я не хочу потерять это ощущение, и я смотрю хар, и потом ар, приходит ар, ар, и хар, я начала говорить хар, а это еще на другом языке, кажется, это Бог, божество, а у нас хар, как снег идет, хар, и оно чистое, белоснежное такое, и ар вышло. И потом как раз рядом у меня стоял духовный наставник, ему более 50 лет, и он сказал, что я первый раз за все время вижу такой снег, и у тебя вот сейчас идет посвящение. И получилось потом уже Кудай. То есть, и я поняла, что это имя нужно было воспитывать, это имя нужно, оно не всегда как бы человек, например, берет имя, и потом оно может с тобой не синхронизироваться. И тогда у человека могут быть разные ситуации в жизни. И я поняла Аркудай, и я начала воспитывать это имя как словно вот новорожденный человек, И каждый раз, когда обращалась к этому имени Аркудай, я просто чувствовала постоянный поток энергии. И потом через пространство Аркудай — это что означает? Это ар, высшее, высшая, Кудай — это Творец, Создатель, Вселенная. И мне в одно время также приходит о том, что это открытая Вселенная. И я поняла, осознала, что у женщин бывает женщина, которая имеет больше энергии как источник, который может провести всех женщин на этот путь.
И я та женщина, которая благословленная, которая имеет вот эту энергию от Вселенной, да. И здесь нету почему, как. Вселенная, она выбрала. И эту энергию я могу нести. Нести, безусловно, для каждой женщины. И поэтому каждая женщина через меня, она получает свою открытую Вселенную, потому что она есть, это Вселенная. Ага. Аркудой, да, и поэтому я считаю, что это каждая женщина Аркудой, да, через меня просто я проводник, и при этом я смиренная, при этом я преклоняюсь перед каждой женщиной, я обожаю женщин во всех ее проявлениях, потому что все женщины — это проявление меня, да, я есть, ага. И вот это состояние я есть, когда я почувствовала, я, конечно же, сидела в медитации, я думаю, а что случилось в городе? В городе Якутске никого как будто нет, и все куда-то переехали. И оказалось, как будто я одна в этом городе. И я поняла, такой щелчок, я есть. Я есть, все, я поняла. Вот это состояние я есть, когда ты чувствуешь абсолютно, да, каждой своей частичкой я есть состояние. И мне понравилось это состояние, я поняла, что я буду идти по настоящему пути, я буду идти по пути тишины, света, и буду идти, продолжать и нести. Интересно. Да. Вот, Заряна, вот сейчас тебе сколько лет? Вот возраст? Мне 38 лет. 38. Да. Вот интересно, как ты сама вот работаешь со своей энергией? Что ты делаешь, как ты питаешься, да? Там в свои 38 ты очень классно выглядишь, да? Ты сияешь. Ты очень много энергии проводишь, отдаешь, получаешь, да? И как ты работаешь с собой? Самое первое, моя косметология — это энергия, да, это я всегда привожу себя в спокойное состояние тишины. И только потом я иду в мир, потому что вот этот хаос, который существует в мире, и с этим хаосом туда идти, я сначала себе разрешаю, позволяю себя любить, да, в первую очередь. Второе — это питание, конечно. Питание, я не кушаю мясо, я отказалась. От мяса, от рыбы, все, что вот это от живого, да, живых существ, я отказалась именно в плане того, что учителя высшие, они не пропускают дальше. Это я объясняю так. Да, ты можешь бесконечное счастье иметь на 12 этаже. Да, ты можешь быть и проживать всю свою жизнь так. Но знаешь, есть еще 16 этаж, и там ты можешь попасть только без мяса, без энергии насилия, потому что там все-таки есть энергия насилия. Я никому этого не рекомендую, но просто это я такой человек, который решил познать больше в этом мире. И как только я отказалась от мяса, я сразу улетела. Просто когда отказалась, я просто села в медитации, я просто стала пространством. И вот этим светом сильным я как раз исцеляю. И прикоснувшись к человеку, у человека никогда не будет той жизни, как было до встречи со мной. Ты рассказывала то, что ты работаешь в течение дня всего лишь 4 часа. То есть тебе нужно постоянно работать с собой, и ты работаешь только 4 часа. Да? Давай тоже про это расскажем. Да. Моя работа, я вот недавно только сидела, и я думаю, я на ковре сижу, и я думаю, вау, как это может быть лучше, как это классно. Я сижу, практикую, то есть я работаю только со своей энергией. И при этом у меня такие духовные практики, которые одна за одним дыхательные. То есть я делаю духательные, я делаю какие-то статичные, я делаю медитативного состояния, да, я делаю, то есть
методику свою для того, чтобы исцелить каждый день свою систему, да, балансировать. И потом и с этим состоянием я могу поработать как раз. Моя работа — это вести людей. Да? Я веду индивидуально, я веду групповые курсы и также на ковре продолжаю, включая так у меня сейчас курс. И потом конечно, я думаю, что я работаю. Я наслаждаюсь. Как только у меня курс начинается, у меня прямо как будто вся песня поет. И я считаю, что я не работаю. Вся работа моя и то, кем я являюсь, оно стало единым. Единым. Знаете, что такое единство? Ну, по моему ощущению, единство — это когда одно целое? Да, единство — это одно целое, и как раз единство — это есть осознанность. Мы приходим в этот мир одни. Есть одна жизнь. Есть одно дыхание, есть одно прикосновение, есть в настоящем одно единое состояние. И я королева единства. А миссис Юнити, это единство. И я потом только до меня дошло, почему я стала абсолютной победительницей в Индии, потому что я королева, которая носит эту энергию единства в мир. И моя миссия заключается в том, чтобы нести как королева единства мира осознанность для каждого человека. А самая главная безопасность в нашей жизни — это быть в настоящем моменте. Быть в настоящем моменте — это осознавать, кто ты есть сейчас и что ты делаешь, что ты говоришь, что ты чувствуешь, что ты сейчас хочешь. Просто чувствуешь в настоящем моменте, как ты живешь. Да, просто чувствуешь. И это чувствование люди еще не понимают, потому что я могу сказать, что 70% людей, они все заблокированы. 80% людей, частично, наверное, да, но 70-80% где-то так заблокированы, да. Что я могу сказать про это? Это, например, какая-то у нас есть система, чтобы мы понимали человека, это все было разделено в систему, да, единую систему. Но это единая система. И у кого-то, например, сердце заблокировано, у кого-то там голова заблокирована, у кого-то горло заблокировано, у кого-то там сексуальная чакра заблокирована. И это все дает дисбаланс в жизни человека. И человек спрашивает, например, что мне делать, у меня там отношения не получается, я хочу проявляться так долго, я хочу, что мне делать, например, да, и просто одним прикосновением, да. Но на сегодняшний день я могу на расстоянии, человек может быть в любой точке мира, мне просто сделать так, и я уже могу прочувствовать этого человека полностью, отсканировать. Да, то есть сегодня я могу добраться до любой энергии на любой точке мира. Сзади мне не нужно, человек заходит, и мне не нужно даже оглядываться, я уже знаю про этого человека все. Настолько энергия, она быстрее. То есть энергия, она быстрее, чем мысли, энергия, она быстрее, чем слова. Человек только не успел мне сказать, и я уже все знаю. Но я включаю осознанность. То есть я знаю, но я включаю осознанность, то есть я же не буду говорить «все знаю», я буду слушать человека и так далее, потому что в настоящем моменте это все может поменяться тоже. Давай представим человека, да, это может быть девушка, это может быть парень, да, и чтобы нашим зрителям тоже было полезно, он сейчас чувствует апатию к жизни, ничего не хочет, ничего не радует. Он не знает свой ориентир, чем ему заниматься, что он хочет, да, и у него нет энергии вообще. Что этому человеку нужно сделать, как ему вернуться в жизнь, как ему вернуть жизненную энергию? Самое крутое, настоящий ты и путь к себе находится здесь сейчас. Ты и просто ковер. Ты сел, и нужно открыть сердечный центр. Это самое то, что первая моя рекомендация. От того, что у сердца, то есть
заблокировано у человека, это не про то, что да, я слышу, да, я чувствую. Нет. Когда сердце раскрывается, это совсем по-иному чувствуется, и ты знаешь, куда ты идешь. Да? Поэтому, если человек не знает, как раскрыть свое сердце, он может ко мне обратиться, да, и я раскрываю очень классно сердца людей. Ага. И именно когда у человека появляется вот эта любовь, у него уже по-другому появляется вдохновение. У него глаза начинают по-другому гореть. Вау! У него лицо даже начинает меняться. И вот люди говорят: у меня нет вдохновения, я не могу найти себя, кто я и так далее. Почему так происходит? Потому что человек полностью, он отшлифован, у него шорох, он уже не разделяет свои желания от других желаний. Потому что это еще, этот блок появляется в младенческом возрасте, я бы сказала, даже внутриутробном состоянии, где наша основа. Когда ты внутри у мамы, да? Там и уже тогда закладываются какие-то программы. Да. То есть, получается, самые большие программы, они могут заложиться именно в внутриутробном состоянии, когда мама только... Как начинается рождение? Человек рождается, и путь становления начинается уже в рождении, то есть, когда мама носит ребенка. И там у нас формируется физическое наше тело, нервная система, и в этот момент мы можем уже иметь блоки и в нервной системе, и в горловом центре, и в сердечном центре, и все страхи. И потом мы в течение нашей жизни мы проживаем то, что мы проживали внутри мамы. Представляете, внутри мамы. И поэтому сегодня я помогаю именно исцелить беременных женщин, то есть, да, те, которые желают родить ребенка, или те, которые планируют, те, которые уже имеют эту беременность, я уже на ранней стадии исцеляю в внутриутробном состоянии матери и ребенка. Да. Наш человек, да, который нас смотрит через экран, которого мы описывали, да, вдруг он где-то живет, например, там в Улусе или в каком-то городе, и что он может сейчас, прямо сейчас сделать самостоятельно для себя, чтобы вернуть вот эту вот энергию жизни, любви, как ты говоришь? Раскрыть сердечный центр, показать? Да, если можем показать. Да. Ну, сердечный центр — это самое такое базовая практика, да. Это просто вы сели, да, расслабились, глубокое медленное дыхание, да, начинаем дышать. Этому я тоже обучаю. Это целая техника, скажем. Нужно тренироваться. Но самое главное, прочувствовали себя. Левая рука на сердечный центр, да, правая рука на сердечный центр. Открыли рот, да, глаза расслабились, закрыли. Чувствуете, уже тишина пошла в пространстве, да? Моментально. И знаете, когда вы делаете эту практику, дорогие мои, начинайте с 3 минут, потом 5, потом 7, 11 минут, да? Дойдите до 11 минут и каждый день практикуйте в течение 40 дней. И вы уже себя почувствуете намного лучше. У вас уже блеск в глазах появится. Вы уже по-другому будете смотреть на своих близких людей. И то, что вы воображаете, например, скажем, да, у меня там отношения не получается, у меня с партнером что-то, у меня в работе что-то, я могу сказать одно: это все в вашей голове. Это все воображение, да? Это все, оказывается, иллюзия.
На то человек находится в иллюзиях. Да. Поэтому я хочу сказать, чтобы вы практиковали исцеление сердца, во-первых. Во-вторых, когда вы хотите обесценить, потому что ум имеет способность абсолютно все обесценить, говорить о том, что это не работает, и в этот момент просто остановитесь. Это как раз тот момент, чтобы продолжить, потому что это перестройка вашего сознания идет. Да, и в этот момент как раз люди откатываются назад. Как только вы начинаете обесценивать, всегда знаете, что это сигнал. Что нужно продолжать. Да, что нужно продолжать. И тот, кто продолжает, тот идет. Тот, кто продолжает, снимается на подкастах. Отлично, да. Тот, кто продолжает. Зарьяна, вот я знаю, что ты мама, да? Мне кажется, нас тоже смотрит очень много родителей, мам, отцов, да? И вопрос такой, вот ты расскажи про свой опыт материнства. Сколько до твоей дочки лет, да? Как ты воспитывала свою дочку или как ты растила, как ты ее направляешь? Вот тоже интересно. Да, успешная мама, успешный ребенок. Успешный ребенок – это исцеленное сердце матери. Как я воспитываю своего ребенка? Я сегодня вырастила успешного ребенка. Да? Моей дочке 18 лет. Она не только свою школу закончила отличием, она имеет очень много друзей. Она воспитанная, она мудрая не по годам. Она всегда готова помочь. Она является собою, у нее огромные планы на будущее. Она знает, что она хочет, где она хочет, как она хочет и кем сейчас является, изучает язык, еще параллельно обучаясь в школе, она уже освоила профессию, и она принимала участие еще на конкурсе красоты, да, хотя она говорила, я никогда, мама, не буду участвовать на конкурсе красоты, а через полгода все поменялось. Знаете, самое классное мое воспитание – это первое – любить и доверять своего ребенка бесконечно. Второе, что бы ни случилось, всегда искренне обнять своего ребенка. В-третьих, дать ту защиту не из серии «я же мама» и так далее, а просто «а как ты хочешь? А что ты хочешь? А что для тебя будет комфортно? Что тебя делает счастливой?» Мама всегда готова тебя поддержать в любой момент, в любой случай, да, и просто молча обнять. А в-четвертых, ребенок настолько прекрасное, чистое существо, что энергетически все понимает, знает, когда грустный смайлик у мамы или когда мама несчастлива, да. И поэтому в первую очередь я начала работать очень глубоко со своим сердцем, со своей проявленностью, над своей внешностью и над тем соотношениями с другими людьми. И это на все дочка на это смотрит. И даже воспитание без воспитания, говорят, или как, да? И получается, я утром встаю, я мантру пою, мимо прохожу ее комнаты, да? И она там уже слушает, она уже это принимает. Но я знаю, да, что она принимает. А потом я знаю, что сегодня экзамен, да, и я уже медитирую, сижу, и я полностью учащаю все свое пространство. Я знаю, через какое-то время я чувствую сразу ее тело, через комнату даже я ее чувствую, или я просто ее обнимаю, я чувствую уже сразу, да? И где, что, как. Я предлагаю, конечно же, исцеление, да, я ее исцеляю. Исцеляю, и это самое крутое, наверное, когда мама умеет исцелять своего ребенка, когда мама умеет благословлять своего ребенка, когда мама умеет признавать, что она может быть и плохой матерью. Доча, да, конечно, да, я что-то вот с мамой что-то, да, я вот так я не умею, я вот так не умею, да. Ну, то есть быть и тоже в роли ребенка с ней, то есть дать ей возможность
быть взрослой. Но это не из серии, что давай ты будь взрослой, да. То есть любое суждение через каждое слово, дети чувствуют, да. И вот это когда вы убираете суждение свое, у ребенка тоже это пропадает. Когда мама имеет много суждений, ребенок чувствует себя виноватой. Постоянно вот так уже начинает падать, вот эта сутулистость, да, смотрите на своего ребенка. Если ребенок сутулится, если ребенок не смотрит в глаза, это уже и родители, да, приходят, посмотрите на моего ребенка, с моим ребенком что-то случилось, она не может ладить со сверстниками, она может вот это, да. И я говорю, мамочка родная, да, исцели свое сердце, пожалуйста, или исцели нервную систему, да, и с ребенком все в порядке. И потому что мама, она не признает, она не хочет работать над собою, она просто дает ребенок. Измени моего ребенка, да? Да, измени моего ребенка. И вот это самая большая ошибка в том, что свои подсознательные программы, родительские, которые пришли еще от их матерей, да, пытаются наложить на ребенка. И это тоже внутриутробная программа. А когда мамочке говорит, что да, лучше вы исцелитесь, когда вот это я подумаю, да. Но я имею в виду, я прямо хочу пригласить всех мам, да, чтобы мамы, они начали сегодня работать над собою, да, потому что это очень сильно влияет. И когда недавно я проснулась утром и думаю, как будто сопит маленький ребенок, младенец. Да? Я думаю, что это? Я слушаю энергии, я думаю, что это? И такая просто гармония стоит, такой свет стоит в доме. И вот это мои ежедневные медитации, безусловная любовь, вот это спокойное, гармоничное состояние, что помещение, в доме, да, царит гармония. И ребенок просыпается, он просто чувствует эту любовь. Из этого чувства она вдохновлена, она хочет жить, она радуется. И мое самое основное воспитание еще дать ей выбор. Да, дать ей выбор. То есть я всегда давала ей выбор. Ты вот так хочешь, или вот это хочешь. Если вот так будет, то вот так будет. Я ее просто направляю. И она вот это видит. И когда ты даешь ей тоже выбрать, она начинает это очень ценить. И самый большой такой скачок произошел, когда я платила за ребенка где-то 1 миллион, чтобы она поездила в Корею, да, чтобы она там посмотрела мир, чтобы она изучила английский язык, то есть заплатить за своего ребенка. Дать возможность. Да, дать возможность заплатить. И при этом ребенок, когда видит, какие суммы ты платишь, как ты ее ценишь. Нет, вот это выбери, вот это лучшее выбери, вот это лучше. Мы можем вот это сделать. И тогда ребенок начинает выбирать для себя лучшее. Не вот это из той серии, что у нас денег не хватает, а из того, что мы можем. Да? Мама может. Да? И при этом ты даешь быть разумной. То есть это очень тонкая грань, и это надо прочувствовать. А прочувствовать можно только тогда, когда сердце открытое у мамы, да, когда она чувствует. И при этом все-таки дети хотят видеть красивую, ухоженную маму, да, не вот этот грустного, побитого, униженного, обиженного, да. Ну то есть униженного, обиженного человека никто не хочет смотреть, тем более маму, да. А мама должна быть сильной, да, именно в плане своей женской энергии. И тогда ребенок даже выпрямляется, да, спина, и она чувствует себя в безопасности. Чувствует опору. Да, чувствует опору, что моя мама все может. И я ей тоже даю мечтать. То есть я для себя решила, никакие мои какие-то ограниченные программы не должны разрушать мечту ребенка. У нее отдельная жизнь, она строит свою жизнь, и дети — это наше будущее. Наши матеря — это наше прошлое. Это когда мы были в прошлом, а дети — это наше будущее. Так посмотрите на своего ребенка, что хочет сегодня ваш ребенок, да, и сколько вклада вы готовы сделать своим детям.
да. Отлично. Мне кажется, каждый зритель, да, для себя что-то взял, очень много ценных советов. Я Да. тоже для себя взяла. Да. Я очень много сейчас смотрю информацию все равно про воспитание и так далее. И вот было тоже интересно вот про родовые программы, да, там то, что мамина программа все равно на меня играет. Да, 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 да. Я иногда ловлю себя, я веду себя как мама, Да, да, иногда да, даже да. разговариваю как Да, да, мама, да. да. Ага. Вот. Из этих программ как И выйти, про да? это я хочу сказать, да, Мгм. никогда не защищайте своих родителей. Не Не защищайте? защищать, да, не Почему? оправдывать. Не защищайте своих родителей, не оправдывайте своих родителей, потому что вы защищаете точки зрения, Ага. и вы держитесь как раз на это. Когда вы оправдываете своих родителей, нет, как я могу говорить плохое про свою маму? Это что? Это программа быть хорошей девочкой, да? Ну, то есть у девочек есть у всех поголовно, то есть, да, Ага. с детства быть хорошей девочкой. Девочка должна быть хорошей, девочка должна быть там опрятной, девочка не должна это сделать. И мы, чтобы Ага. добиваться любви матери, да, и в целом окружающих, мы начинаем делать такие вещи, которые даже нам не нравятся, но мы это делаем. Но при этом в какой-то момент мы это забываем, и потом нельзя про маму плохое говорить. Ты плохая девочка. И на Мгм. сегодняшний день, когда вы имеете уже взрослое сознание, да, не защищайте свою маму, не оправдывайте, а наоборот смотрите это как возможность, да, ага, хорошо, а где я копирую маму? И когда вот об этом говоришь, люди немножко ограниченно думают, они Мгм. говорят, ну, я хочу быть похожей на маму, да? Ну, то есть, а ты можешь быть не обязательно быть похожей на маму. Это просто наше тело умеет мимикрировать, копировать, Мгм. даже тело другого человека. И таким образом мы даже болезнь матери, злость матери, мы это тоже берем, потому что мы хотим, чтобы мама была счастливой. Да, мама была счастливой. И когда вы не защищаете, не оправдываете, потому что каждый ребенок, она имеет все равно злость какую-то на родителей. Почему? Потому что мы выбираем тех родителей, с кем мы готовы расти, Мгм. с кем мы прорабатываем именно наши кармические какие-то вот связи, да, Ага. именно кармические. Карма — это, ну, как бы судьба, ее можно изменить, ее можно изменить, вот. То есть наша душа заранее выбирает родителей, что я приду через них в этот Да, мир, потому что именно с ними я пройду какой-то кармический свой да, этот, да, урок. Мгм. да, некоторые карму понимают как плохо. Это не плохо и не хорошо. Мгм. Это просто есть. Карма — это когда я смотрела в своих учениях, да, я смотрела это как вот с высоты, да, птичьего полета и смотрела карму человека. Это как единая линия, это как путь. Мгм. Просто. И есть вот такие определенные этапы, мы рождаемся и снова перерождаемся, и эта жизнь бесконечно идет. Да, и вот это называется карма, судьба. Это можно изменить, да. И наши прошлые, получается, вот эти наши действия, они просто переходят вот на следующее, да, и так Мгм. далее. И получается, сегодняшние выборы, они могут через 20 лет даже сработать, потому что это единый такой путь. Да, да, это неплохо, не хорошо, это просто есть. И вы можете именно практикуя даже духовные практики, да, исцеляя свое сердце, вы можете тут же в моменте, в настоящем, сила настоящего изменить свою судьбу, корректировать. И в целом я корректирую судьбы людей. Да. Мгм. Отлично. Вот, Зарьяна, я смотрела то, что у тебя был еще один период, когда ты участвовала в конкурсах красоты. Также ты сама проводишь конкурс красоты Аркудай, да? Вот для чего тебе это было, вот для чего нужен был этот этап, когда ты участвовала, и для чего ты сейчас проводишь такие мероприятия для женщин? Этот конкурс как ступенька Мгм. того, кем я являюсь, это миссия моей души. Это как инструмент
проявление себя и моей миссии. На Мгм. тот момент я еще не знала, что конкурс красоты является одним из раскрытия моих элементов изобилия, наполненности, красоты, женственности, чтобы я одаривала этой красотою. То есть это Ага. получается в комнате, как это большая такая изобильная комната, и там, если золотой цвет добавить, она еще станет богаче. Это то же самое для меня. Есть золотой цвет, Ага. который должен присутствовать всегда при мне. И при этом этот золотой цвет, оно не отделим от меня. Я являюсь сама этим конкурсом красоты, Мгм. сама элементом. То есть я не отдельно от этого. Это я являюсь этим элементом. И поэтому, участвовав на конкурсе красоты «Мисс Россия мира», там у меня 2 короны, да, и потом я на «Миссис Юнити», но в то время как будто вот свои приключения как будто играешь, да, свои приключения играешь, там, а на самом-то деле тебя ведут. Что Ага. такое ведомый человек? Ну, то есть, да, это высшие ведут. То есть ведут, потому что ты, ну, ты в этой жизни ты должна сиять ярко, да, ты должна одаривать этим светом. И одним из цветом является именно женское общество, а женское красивое общество. И оно является, этот элемент как раз в конкурсах красоты. И вот «Миссис Россия мира», потом «Миссис Юнити World», а потом «Аргудай», да, «Аргудай», я основатель этого конкурса красоты, и я очень горжусь этим проектом. Первый раз я ее запустила со своей командой. Я очень благодарна каждому человеку, кто был в этом проекте. Я каждый раз, когда вспоминаю, и для меня это как сон. Да, Мгм. для меня это как сон. Но знаете, я что скажу? Это, наверное, моя черная полоса моей жизни была. Черная полоса? Да, Почему? Почему? представляется, это Почему? что я сказала? Это можно обрезать. Ну, интересно, почему? Черная полоса моей Ага. жизни, да. Знаете, это был такой скачок роста духовного в духовном проявлении. То есть Ага. это когда люди видят как будто конкурс красоты, но параллельно, так как я проводник мира, духовный человек, я раскрывалась духовно. Моя душа полностью вот там была, раскрывалась на все грани, как вот алмаз Ага. становится бриллиантом. А вот этот алмаз становится бриллиантом, а это мое тело. И вроде бы тело так ходит, а на самом деле на тонком плане все грани моей трансформации происходят. И вот как раз черная полоса в твоей жизни, она не может только ты там со слезами и там с Ага. грустным смайликом, со всеми, как побитая кошка лежишь, Ага. она может у королев пройти вот по-королевски. И это поймет каждая королева, кстати. О Мгм. чем я имею в виду? Это быть силой, духом себя, быть проявлением, и это про сердце. Потому что 80% инвестиций именно этого конкурса — это все мои личные средства. Мгм. Мгм. Да, и если считать, сколько миллионов я туда вложила, это невероятная огромная сумма для того, чтобы каждая девушка нашей республики, она могла проявиться в этом конкурсе, получив осознание, а это конкурс всего лишь как вот только один инструмент, да, и они вот, и кто смотрит край в этом конкурсе, да, то это не край, это только начало. Это только Мгм. начало. И сегодня, знаете, сегодня я себя увидела. Сегодня у меня такое видение было, когда после медитации и так далее я себя увидела, еще раз спросила, взаимодействуя со Вселенной, и смотрю, я вижу океан, Мгм. огромный океан. А там нить, как будто сетка, да, вот Мгм. эта нить рыболовная. Но она невидимая, и она бесконечно, она растет. Есть основа, а эта основа — это я. Ага. И Вселенная, она прошепнула: видишь, ты есть океан. Не выбирай каплю в море, но в то же время ты и капля в море, но ты есть все. Каждый человек как сеть — это то, что ты сделала для каждого человека, являешься вкладом. И ты держишь
очень огромное пространство. И ты как основа, например, будешь обращать на этого человека, кто там судит, кто там это, да, то есть Что-то скажет. Угу. такие деструктивные, негативные, скажем, да, такие низковибрационные мысли. Если я на это буду обращать и так далее, ну я же построила такую огромную сеть. Да? Зачем? Это того не стоит. Потому что я знаю, когда я начинаю, у меня начинает как сила, да, проявляется, как энергия. Это если разрушать эту сеть, то это можно разрушать, не знаю, целую планету. Вот такая огромная энергия может быть у человека-проводника. По-другому на якутском говорят «эйгеляхкиги». Угу. И поэтому такой большой человек, он проявляет больше милосердия, сострадания, смирения, потому что он знает. Да, он знает в чем суть, да, и наоборот старается. И я тогда сегодня еще больше выбрала. Да, я хочу, чтобы эта сеть выросла. Я хочу, чтобы просто покрыть эту сеть еще, потому что я знаю, что через эту сеть миллионами людей и семьи развиваются. И поэтому мое развитие. Даже вот сегодня с 5 утра, 5 часов я занималась, стирала себя, свои грани, и эта сеть еще растет. То есть моя любовь, как сердце, оно передается этой сети. Получается, исцеление автоматическое происходит. Вот так происходит у духовных людей. И поэтому, когда духовные люди, они растут, они потом миллионами людей, да, сидят. И то же самое я проводник мира, и это мой путь, чтобы миллионами людей сидели, да, и получали только от этой энергии безусловность, да, и развивались. То есть каждый раз ты видишь, что чем больше твоя любовь растет, да, тем Да, больше вот эта вот сетка, она становится больше и да, больше, да, энергии да, становится больше и да, больше. да, да, да. Мгм. И я вот это увидела, и у меня, когда вот эта Вселенная мне показала, у меня слезы пошли. Да как можно еще, имея такую сеть огромную, когда вот эта твоя энергия уже распространена по всему миру, столько вклада сделала, как можно обратить на маленькую капельку? Мгм. Это невозможно. Это только дарить, дарить, дарить. И вот Мгм. это является быть благостным из высшего состояния. Мгм. Мгм. Очень классная тоже. Да. Ага. Вот, Зарьяна, следующее я бы хотела затронуть тему женщин, да. Мгм. В большей степени ты работаешь с женщинами, Мгм. конкурс красоты, обучение «Я королева» и так далее, и так Мгм. далее. С тобой больше взаимодействует женщина. Мгм. И давай сейчас представим, что за экраном у нас сидит женщина. Мгм. Возможно, она чувствует себя сейчас неуверенно. Мгм. Мгм. Может, где-то себя принижает. Мгм. Ага. Возможно, чувствует скованность в теле. Мгм. Ага. Не чувствует открытость. Мгм. Ага. Она, возможно, стесняется себя. Мгм. Мгм. А, Иногда даже думает, что я недостойна Мгм. какого-то хорошего человека, недостойна любви. Даже есть такая программа, да? Мгм. Как этой женщине раскрыть вот женскую, сексуальную, любовную энергию? Мгм. Когда меня спрашивает женщина, а как мне быть женщиной, ну как бы женственной, да, для меня как будто это вопрос спрашивает, я есть яблоко, как мне стать яблоко Ага. еще? И Ага. я думаю, ну ты уже есть как бы это яблоко, да, и Ага. как стать, ну просто быть, да. Ага. Что я могу рекомендовать такой женщине? Давайте сейчас, что в настоящий момент будет полезным, да. Да. Сейчас я посмотрю, Ага. послушаю, что мне дать сейчас. Быть уверенным и знать, открыв новую дверь к себе, ты познаешь себя больше. Быть уверенным в настоящем, что ты самое то воплощение красоты, в котором ты есть в настоящем сейчас. Быть и знать сейчас, что для тебя работает, и задать вопрос. В-четвертых, отказаться от «нет», от того, что ты говоришь себе. Посмотреть,
Что ты часто в себе отказываешь? Мгм. Например, нет денег, нет работы, нет чего-то, нет там, Партнера. да, нет Ага. партнера, нет. Ты убери вот это все и сделай просто есть. Мгм. Есть энергия, есть красота, есть деньги, есть изобилие. Я есть женщина, я есть красота самого себя сейчас. И начинай каждый день по 10 минут практиковать, когда ты смотришь, просто, да, когда ты умываешься. Умываться водою — это бесконечная сила и бесконечный подарок в нашей жизни. Вы понимаете о том, что просто умываясь вот этой водой и думаешь: «Ай, как это хорошо!» Потому что, мне кажется, иногда я во многих местах бываю Ага. и испытываю разные состояния людей, да, Ага. разные состояния людей. И поэтому, когда я каждый раз моюсь, я каждый раз заново как будто чувствую воду, потому что мои клетки изменились. И я думаю, вот когда вы умываетесь, да, вы уже прикладываете к своему лицу, да, вот полностью программу и говорите: «Так, какая я красивая, красивая, я есть, да, я изобильная, у меня столько много денег, я наполненная». Почему? Потому что вы есть энергия сейчас. Ага. Сейчас нету прошлого, будущего, именно одномоментно, многомерно. Все есть у вас. И у вас просто вот в этом моменте у вас то, что вы хотите, тоже есть. Просто даже вот просто мечтать, да, как бы я говорю: «Ну, это бесплатно, да, девочки?» Ага. Просто давайте сначала делаем хотя бы 10 дней, да, Ага. давайте сделаем. И каждый раз, что если, второй инструмент, что если каждый раз вы познакомитесь с собою заново и скажите: «Ой, привет, привет», там, да, и по имени Мария Сардана, да, Мгм. там Наташа, привет. Как у тебя дела? Как у тебя настроение? У меня отличное. А давай помоемся, давайте вот красоту. Потому что иногда для красоты для многих женщин очень много условий есть. Ой, мне надо там это сделать, там питание, то-то, то-то, то-то. Очень много. А любить себя здесь, сейчас, она без условий. Что это такое? Дайте себе быть без условий. Мгм. Без условий — это, как я сказала, уберите все «нет», скажите: «Я без условий». Если я сейчас проявляю себе без условий, то что я могу сейчас выбрать, когда я умываюсь? Если я сейчас без условий, когда я кушаю, то что я могу выбрать? Это ценить еду, которую вы кушаете, да? Если я без условий, что я могу сейчас? Это вот крыша над головой. Представляете, крыша над головой есть, да, это как хорошо. Если я без условий, то у меня сон прекрасный, да, вот кроватка есть у меня, да. Если я без условий, да, смотрю на своих детей, это я родила, я просто чудо, да. И вот каждый раз найдите это вдохновение. Сделайте хотя бы 7 дней. Сначала дайте 3 дня, потом 7 дней, и вы посмотрите, насколько ваше настроение и жизнь поменяется. В-третьих, конечно же, обязательно практикуйте разные практики женственности, красоты и молодости. Мгм. Мгм. Как будто вот в каждом движении, да, появляется удовольствие. Вот когда ты Да, рассказывала, да, да. женщина смотрит на себя и получает удовольствие. Женщина находит удовольствие в пространстве, в еде, да, в одежде, Да, в это чем она настоящий одевается. момент. Да. А оказывается, дорогие мои, в настоящем моменте вот такое удовольствие можно получить. То есть Мгм. мы всегда слышали: «Живи здесь и сейчас». А что такое осознанность? Да? Где я? Что я? Да? Да, в настоящем моменте, потому что здесь, сейчас, в настоящем моменте, как это прочувствовать, да? Ну, ты чувствуй. Да. Самое главное, конечно же, это раскрыть в себе чакры. Мгм. Вот это беспроигрышный вариант. Потому что мы можем десятками лет а, быть
у психологов, мы можем сколько угодно там тренироваться, там по силе воли и так далее. Машина идет, там, делает. В конце концов уже как бы этот, да. Почему? Потому что внутренняя заблокированность, она все-таки дает о себе знать. Поэтому сначала внутри мы меняемся, и потом во внешнем мире будет все в легкости. Проявляться уже. Да. Мне кажется, у наших зрителей появился вопрос. Да? Вот, у тебя есть несколько проектов, да? Вот Да. я как знаю Аркудай, у тебя есть онлайн-курс «Женщин, я королева», да? Также ты обучаешь других проводников, то есть у тебя есть и другие услуги, да? Вот, например, нас смотрят разные люди, как они могут с тобой взаимодействовать, чем ты сейчас занимаешься, как они к тебе могут обратиться, с чем? Я вложилась в свое образование, если считать, более 20 миллионов, потому что действительно я поняла в этом классность, как есть. Вот самая классная валюта — это мои знания. И вот это я все могу дать в проекте «Я королева». «Я королева» — это уже такой курс для женщин, да? Да. Как долго это проходит? «Я королева» проходит 1,5 месяца. Есть 4 модуля, где первый модуль — это «Любовь к себе». Здесь мы раскрываем горловой центр. Здесь вы проходите курс «Быть собою». И вы здесь начинаете понимать себя больше. Кто вы и какими инструментами можно пользоваться для того, чтобы открыть, да, найти себя. Второй модуль — это там программа, мы, конечно, очищаем внутриутробное состояние, потому что я считаю, чтобы человека раскрыть, чтобы человек действительно изменился, вот эту основу нельзя игнорировать, потому что внутриутробное состояние — это наша основа. У тебя все может быть замечательно, да, все. Ну, вроде бы ты едешь или летаешь, ну, все замечательно. Ну, что происходит? Почему у меня тут что-то задерживается? Да почему вот это событие произошло? И ты начинаешь искать виноватого. А вроде бы никого нету, да. А это всего лишь, дорогая моя, внутриутробное состояние, где там у тебя заблокировался уже, ну, например, горловая чакра, или там уже у тебя был сексуальный блок, да, например. И все. И это у тебя превратилось в том, что ты не можешь, например, родить ребенка, например, скажем, или не можешь построить сексуальные такие доверительные отношения со своим партнером, не можешь раскрыться, открыться. И ты не понимаешь, что это. Да? Поэтому внутриутробное состояние обязательно есть. Я обучаю знать свое будущее, это знать, что с тобой может быть в будущем именно через настоящий момент. Знать. Да? Потом есть еще принятие, сила принятия решения, потому что на сегодняшний день что людей останавливает? Их останавливает страх, да, страх выбора. И как раз мы, убирая вот эти ограничивающие убеждения, после этого курса вы будете прямо очень мощно делать такие выборы, которые вы никогда не делали, да, потому что мы все-таки ограниченное существо, силу нашего ума, ум ограничивает, ну и выгодно для ума. Третий модуль — это королевская энергия. Королевская энергия, я думаю, что вообще самое главное, что для человека, когда ты даешь те элементы энергии, для женщин королевскую энергию, да, королевская энергия — это во-первых, про силу духа, про то, как ты несешь, слышишь человека, как ты реализуешь свои мечты и насколько ты управляешь своим центром Земли, как сама единственная королева. И как раз в королевской энергии я обучаю женщин тому, чему я обучалась за целые эти 30 сколько лет, да? 30, потому что королевская энергия — это не только про конкурсы красоты, да, а про то, как ты можешь быть независимо ни от чего, быть собой.
быть настоящей силой собою, не вовлекая, не обвиняя чужое, другой и так далее. И преданность. Преданность быть собой, да, и это просто поделюсь с этими знаниями, что вы в одном комплекте это все получите. Там еще есть управление временем. Я создатель. Просто в один момент я могу написать там книгу, да, в один момент я могу написать методику. То есть у меня все в потоковые знания приходит, и тут я создала методику. В течение 21 дня я вам даю эту методику, вы уже будете пробовать «Я королева», и вы будете строить свой успешный день. То есть я поделюсь там секретом. Я еще где-то в эфире говорила про силу настоящей королевы, да. То есть раньше у нас, когда то есть когда были короли, королевы, и сейчас в других странах это есть, да, сила настоящей королевы, да, в чем заключается? Это управление временем, планетами, знаниями, целомудрием и быть сейчас в настоящем и при этом уметь работать с энергией. Не только получается ты вот офисный работник и так далее, да, более земные вещи, это очень классно, но именно эра Водолея — это все-таки про энергию изобилия, про энергию скоростную, про свечение другое на высоких уровнях. То есть если у тебя неисцеленное сердце, если ты постоянно буксуешь, и ты недовольный смайлик, и у тебя столько деструктивных мыслей, да, и ты обвиняешь, на сегодня ты просто униженная, оскорбленная и так далее, да, то очень будет трудно в новой эпохе, потому что новая эпоха, она будет просто вот так быстро идти, получается, да, и быстро меняться, сегодня по-другому, завтра по-другому, потом еще по-другому и так далее. И там, конечно же, только энергия может быстро скачки делать. А если у тебя там тело еще не двигается от того, что все заблокировано, потому что заблокированное тело, оно рано или поздно, оно перестает чувствовать абсолютно ничего. То есть ничего не чувствует. И когда человек говорит, я ничего не чувствую, а что это происходит, где, как, дорогая моя, можно я тебя разбужу? Человек спит. То есть каждый человек, он в какой-то степени спит, но мы выходим из этой реальности, когда мы в настоящем работаем через разные практики, именно через духовные практики, да, вот. Поэтому эра Водолея, она такая штука, что сегодня надо работать сердцем, да, сердцем и вот со своей системой. Это про деньги. Про деньги. Да, про деньги. Получается, там я делаю 3-дневный онлайн-марафон денежный, где мы именно снимаем денежные блоки, потому что, смотрите, деньги — это не то, что отдельно. Деньги — это энергия, то, что мы транслируем, насколько мы являемся этой энергией изобилия, и тем более денежное мышление, например, оно такое, что ты сегодня можешь создать все абсолютно с этой энергии, а завтра, возможно, ты все потерял, но ты можешь еще создать больше, да. То есть она валентная, и при этом она имеет свои законы, но когда что происходит у многих людей? Остановка. Да, остановка. Емкость либо уже полная, потому что слишком много ограничительных программ, или они остановились именно в этой емкости, они не расширяют сознание, мышление, да. И поэтому, конечно, мы будем снимать эмоциональные блоки с тела, чтобы транслировать денежную энергию, быть это энергией. Там есть денежное процветание и еще 7 дней ведения про тело. 7 дней я буду вести про тело. Это
Я являюсь фасилитатором еще Access Consciousness. Это международная школа осознанности. Опять осознанность. Да. Везде, да? Везде осознанность. То есть это получается. И я учитель высшей йоги. Да, учитель высшей йоги. Высшая йога — это снова про осознанность, про счастливую, богатую жизнь через изменение сознания, да, получается, через изменение вот этой системы. И у меня получилось так, что все мои образования, все, что к чему я обучилась, и мои знания якутских традиций, да, мои знания потоковые, они все воедино стали одним целым. Одним целым. То есть это не отделяется от меня. Королева, да, конкурса красоты, это все стало единым. И здесь, получается, я и даю материалы для тела, если на тело есть разные темы, например, тело и спорт, тело и зависимость для тех людей, которые зависят от еды, от табакурения, от алкоголя, да, возможно, от алкоголя, да. Есть зависимые тела, которые от насилия. Являюсь я, например, фасилитатором Abuse Hold. Что это такое? Я единственный человек в Якутии и единственный фасилитатор, который ведет такие крутые масштабные курсы международные. В России таких людей тоже мало, да, которые как фасилитатор. Если по-простому сказать, это человек, который освобождает от насилия, тело от насилия. Да? То есть я просто одним объятием могу освободить человека от многих насилий. И поэтому тело человека начинает вибрировать. Да? Если я запускаю через свое тело энергию, этот человек немножко может, да, даже голова кружится. И я могу вот такие блоки снимать. И иногда, когда у человека много сущностей, когда у человека много негативных, деструктивных энергий, этому человеку немножко становится как будто триггерит. Да? И я являюсь также триггерной программой. Понимаете, да, что? Да, триггерная программа. Это не в том, что я например, да, а просто, знаете что? Вот так скажу. Не каждый готов получить эту любовь. Не каждый готов быть безусловным сейчас. Не каждый готов, ой, слишком ярко свет, можно закрыть шторы? То есть иногда бывает, что мы в этой темноте забываем, что мы есть свет. И когда я яркий свет, и человек сам не понимает, что с ним происходит, он начинает меняться, у него начинает волнение. Чувствовали, да? Вот такое волнение начинается. Почему волнение начинается? Потому что это заблокированные части тела волнуются. Да? То есть выйти, не выйти, ой. И тела, они не знают, как себя со мной вести. Короче, я сегодня только там кого-то встретила, кого-то и они не знают, тела, как себя вести, они пугаются, некоторые пугаются. Вы такая красивая, я уже боюсь от вас, да, как бы от вашей красоты. То есть они боятся самого себя быть осознанным, потому что там нужно посмотреть очень много. Поэтому я хочу сказать, чтобы люди не боялись любви, а люди, чтобы получали, да, получали себя. И придя ко мне, конечно, вы станете однозначно больше, потому что я вырастила более 5000 людей по всему миру. Сегодня, как я сказала, это как сеть, да, а истину невозможно остановить, если ты выбрал быть собою. А я для себя выбрала быть настоящей. Что бы ни случилось, быть преданной себе, а именно своей королеве истине. Отлично. Мы здесь снизу, да, оставим страницу Зарьяны. Кто заинтересовался курсом «Я королева», да, где Зарьяна делится своими инструментами, своими знаниями, практиками, да, я тоже иду, я записалась сегодня. Да, поздравляю. Поэтому кто хочет взаимодействовать с энергией Зарьяны,
поработать вместе с ней, да, над своими блоками, над своим телом, над своим сознанием, программами. Да, диагностику мы же сделаем. Да, Ага. здесь в эфире можем сразу сделать. Да, давай. Давай. Кстати, хотели, да? Мгм. Ага, кстати, я же делаю диагностику человека, да? То есть, Ага. как я говорю, я вот так размахнулась одной рукой и все. Как я это делаю? То есть, и мои природные данные позволяют иметь высокое чувствование человека, да? Ага. Но и этому я обучалась, да? В высшей йоге у меня есть сертификаты, дипломы по диагностике, по ведению человека, по наставничеству и по обученности тоже. Да? Сейчас ты можешь мне назвать свое фамилию, имя, отчество, дату рождения немножко медленно, да, и я буду вот просто через энергию синхронизироваться, Ага. да? Пусть люди смотрят. Ага. Очень Ой, интересно. да, давай. Так. Винокурова, Мгм. Ариадна, Макаровна, 21 июля 1995 года. Мгм. 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 Так, самый большой сигнал, он идет сразу на сердечный центр. Это анахата. Мгм. Мгм. Сразу идет блок. Мгм. От сердечного центра сразу идет горловой центр. То есть, когда ты волнуешься, когда ты хочешь говорить и так далее, это как симптом идет комочек в горле, как дрожь идет, или хочешь говорить, но здесь как будто кто-то тебя душит и закрывает. Да? Мгм. Это блок в сердечном центре. Она отвечает за открытые и доверительные отношения в любви, за сострадание, вообще за то, что ты вообще вот еще больше красивее стала, да, с миром. И открытые и доверительные отношения, они создают страх с Ага. собой уже. То есть со своими действиями же этот блок мешает, да, то есть ты что-то хочешь делать, реализовать, и у тебя хук, блок, страх какой-то появляется. Из-за этого, получается, человек имеет задние мысли. А когда человек имеет задние мысли, это самое страшное может с ним произойти. То Мгм. есть то, что заднее исполняется, то, что ты хочешь, не исполняется. Ага. Мгм. Горловой центр за что отвечает? Я тебе просто вкратце. Горловой центр отвечает за то, что ты что говоришь, проявляешься и истинный путь счастья. Да? То есть человек может запутаться по пути, кто я, что я, какие мои истинные желания, а я действительно ли этого я хочу. Например, ты могла там среди миллионов людей уже выступить, да, а именно вот горловой центр, оно не позволяет где-то дать эту возможность, блокирует. Сексуальная чакра, да, именно она находится ниже пупка, еще Мгм. ниже, да, и она вообще, вот этот сексуальный блок мы получаем еще при кормлении грудью с мамой, когда мама отлучает первые 40 дней, и мы боимся умереть с голода, страх смерти, страх жизни, В страх, младенчестве да, в получается. младенчестве Ага. страх потери близкого человека. И вот этот страх потери близкого человека, она сидит, и, соответственно, она начинает работать сейчас в настоящий момент как препятствие. Мгм. Мгм. То есть эти блоки, сколько бы вы ни прорабатывали, получается, нужно идти вглубь. Это, как я сказала, даже, возможно, горловой центр, оно даже может заблокироваться, когда ты находишься внутри матери, в внутриутробном состоянии, да, и это, конечно, в моем учении, да, очень классно обучают этому, и сегодня я имею возможность разблокировать вот эти центры и позволить человеку жить счастливую, бесконечную жизнь. Каждый человек является бесконечностью, и человек может бесконечно мечтать, в Мгм. бесконечном своем проявлении. И вот это такой кайф, когда ты прикасаешься к своей бесконечности. Я тебя приглашаю
свою бесконечность, потому что мы там прорабатываем. А там невозможно не расти. Классно. Там шанса не остается просто. Да. Для наших зрителей, да, Зарьяна подготовила подарок. Да. Да. У нас есть такая традиция, в нашем подкасте наши гости дарят подарки, и у Зарьяны будет очень полезный подарок для наших зрителей, который может использовать, мне кажется, каждый, любой человек, да, ну, женщина, мужчина, без разницы, да. Мы здесь снизу оставим страницу с Зарьяны. Да. Нужно будет просто подписаться на ее страницу, написать в директ подкаст, кодовое слово, да, и вы получаете от Зарьяны бесплатный урок. Быть собою – это что за урок? Ой, это моя тема. Быть собою, быть истинной себя. И это любовь к себе. И только получив этот урок, вы уже получите первые инструменты, первые вопросы для вашего осознания, кто вы, где вы и что вы хотите. А также диагностика же, да, ведь такая же, как со мной. Да. И плюс я каждому, кто напишет, откликнется, да, я подарю диагностику, да, личную диагностику, где я вам скажу точно, да, где что проработать, и это станет для вас еще новым открытием. Вы можете задать еще любой вопрос, абсолютно любой вопрос. Да. Ага. Это происходит при звонке, да, получается? Да, при звонке сразу где-то 15-20 минут бывает, бывает подольше, как идет, да. А люди разные вопросы задают, и я как проводник могу ответить. Канал. Как канал, да, как канал. Кстати, вот этот канал очень сильно работает даже в пространстве, то есть нахожусь в пространстве, я очищаю пространство очень сильно. И это сразу, я знаю, где вот в пространстве, где низкие вибрации, где что, сразу могу полностью здание посмотреть через как будто сканирование, да, как скелет. Представляете? Вот даже можно, наверное, такое, да, использовать. Вот, например, человек покупает недвижимость, здесь можно купить или нет, да? Здесь построить дом или нет, например. Или здесь открыть бизнес или нет. Да. И есть еще возможность также очищения тоже пространства бизнеса, да, исцеления бизнеса, любой сферы жизни и так далее, да. Я тебя представляю как вот как ты вот при нашей первой встрече говорила, то, что у тебя есть большие крылья. Одна сторона это что-то про духовное, другая сторона это что-то материальное, и это как будто баланс у тебя, да? И я знаю то, что к тебе обращается очень много разных людей именно по запросу денег. Сейчас хотела бы затронуть вот сферу денег, потому что, мне кажется, любому человеку, который смотрит, это интересно, да? А к тебе приходят с запросом, например, там увеличить, я хочу увеличить свой доход, да? Как это происходит? В первую очередь, да, люди иногда очень зациклены на том, что я хочу денег, я хочу денег, я хочу денег, я по запросу денег. Я думаю, да, подожди. Успокойся. Да, успокойся, да. То есть такого нету. Вот деньги у них получается как будто вот бумажные деньги, да, и я хочу увеличить, да. Но так не работает. Мы всегда начинаем исцелять сердце. Мы начинаем исцелять какие-то каналы, которые при раскрытии этих каналов, прорабатывая, мы получаем уже расширенное сознание, и за счет этого человек, очищаясь от негативных программ, он начинает делать другие действия. Когда человек конкретно зациклен, я хочу денег, и нет, я не хочу вот этого, вот дайте мне деньги, да, но это так не работает. Поэтому все-таки денежное мышление – это про сознание, и при этом не имеет значения. Для меня вот не имеет стала значимость 1 рубль, 10 рублей, 100 рублей, миллион рублей, миллиард, да, триллион рублей, актиллион рублей. То есть для меня вот как энергия, все. Энергия свободно протекает, состояние классное, все. Да, получаю, да. Где-то что-то как-то это, окей, да, все есть. Все. Человек должен сегодня получать абсолютно все. И даже жизненные ситуации бывают, например, долги, да, долги, какие-то вот... потери, Да, возможно. потери и так далее. Как я отношусь к этому, к
к таким потерям. Если раньше бы, я бы, наверное, так, да, из-за незнания. Человек всегда боится из-за незнания. А когда ты знаешь, что какая энергия, какой урок, я это получаю как урок. Я получаю. Тоже потеря, обратная сторона получения. И это всегда получение становится всегда больше. Да, Мгм. больше. А люди, как будто вот это внешний фактор, деньги, как будто создают их жизнь. Но деньги Ага. не создают их жизнь, деньги не создают отношения, деньги не создают еще что-то, вот да, именно касательно. А именно человек своим состоянием создает деньги. И первое то, что я даю, это Состояние? состояние. Ну, я увидела вот так, да? Да. Это, допустим, настольная игра Ага. или это лестница, и человек должен пройти вот как будто по карте, Мгм. да? Не сразу туда, а человек должен там исцелить сердце, Да, да. потом там избавиться от каких-то программ и так далее, да? И это как будто при пути он уже меняется состояние. У меня очень классные результаты, Мгм. люди, которые выходят на большие доходы. Мгм. Я заметила, чем отличаются люди, которые сидят и буксуют, и те люди, которые, приобретя мои программы, получая исцеление, они выходят на миллионные доходы. При этом квантовые скачки. Таких примеров очень много. Что ими управляет? Во-первых, это тотальное доверие. А это доверие именно своему учителю. Когда ты учишься, когда ты обучаешься у человека, всегда будь доверием и всегда начинай получать все. Мгм. Второе это процесс. Быть готовым получать процесс. Потому что люди не готовы получать процесс, они готовы волшебная палочка, и тут уже деньги появились, да? Ага. Да, так не бывает, да? То есть это нужно получать каждый процесс, изучать, да? Процесс – это процесс изучения себя. В-третьих, и вот эти люди очень быстро выходят на хорошие доходы. В-третьих, это быть все-таки одним словом, быть послушным, или как это можно сказать, С открытой позицией? с открытой позицией, потому что когда человек не доверяет, да, он в первую очередь не доверяет себе, например, да, и бывает так, что люди хотят измениться, приходят, хотят изменить свою вот денежную энергию, но когда хорошо, окей, и вот это раз, два, три шага делаешь, но не хотят вот это делать, да. Мгм. Поэтому все-таки я еще скажу, вот чем отличает людей, которые быстро выходят на доходы. Они не останавливаются. Что это такое? То есть энергия, она никогда не останавливается. Остановка – это только ловушка для ума. Ловушка для ума – это причина остановиться и объяснять, почему ты остановилась. А почему ты остановилась, когда ты начинаешь объяснять, тебе нужно обязательно виноватого найти, потому что человеческий ум, во-первых, обесценивает, во-вторых, ему нужно найти виноватого. Мгм. Это родовая программа, то есть чувство вины, потому что чувство вины это есть внутри его, но как бы он же себя не обвинит, он обвинит других людей. Это прямо вот яркий пример, просто вот тук-тук-тук, знаешь, раз, два, три. Мгм. И поэтому в первую очередь, если вы желаете увеличить денежную энергию, в первую очередь вам, конечно же, состояние. Быть готовым исцелить свое состояние. Исцелить прямо. И вот такие прямо вот все-таки это закон, да, закон планет, закон Сатурна, да, когда ты вот ученик, потому что я вот это поняла, насколько является даром иметь духовного наставника. Но Мгм. это невероятно. Почему? Потому что, да, ну, ты 10 лет можешь пройти этот путь, а когда ты доверяешь духовному наставнику, на то и духовный наставник, дух, да, воспрял духом. Он немножко вот, по-якутски я говорю, дыгдая джеркей, ну Ага. такой человек, и он может показать совсем другой путь, короткий.
Да, этот человек однозначно короткий путь показывает, потому что духовный наставник, он не только обладает теми знаниями, навыками, которые он здесь научился, он имеет навыки и знания тонкого энергетического плана, а у нас более 10 тел, и он может повлиять на более 10 тел. Поэтому цените этот момент, если вы нашли духовного наставника. У тебя есть духовный наставник? У меня есть здесь земной духовный наставник, когда я только начала открываться, мой духовный наставник, он мне очень помог, и через 2 года он сказал: ну все, ты самостоятельная, ты все знаешь, ты все видишь, и мы раз в квартал там разговариваем, он может просто подышать немножко, пару слов, и я уже получила знания, да, все. И вот я вот с ним недавно созванивалась, и я говорю, я просто благодарна то, что ты живой, то, что ты дышишь, то, что ты счастлив. Я просто благодарна знать, что ты есть. Все. И все. И это вот эта бесконечная благодарность, вселенные, они так работают. Духовные миры, они так работают энергетически. Духовный человек к вам пришел домой, он просто сел, чай попил, и все. И если вы насколько благостны, благородны, смиренны, насколько вы готовы слышать свою Вселенную, этот человек просто как подарок к вам пришел. И вот так все работает. Вот Классно. сегодня являюсь. Если вы сегодня смотрите этот эфир, это для вас подарок. Вот ты говоришь, что человек может видеть свое будущее, да? Да. Ага. Возможно, ты вообще читаешь книги, или ты всегда получаешь знания как-то по-другому, или у тебя есть, например, там книги, которые бы ты посоветовала, допустим, там трансерфинг? Раньше я очень много книг читала, да, у меня очень много книг. Но сейчас моя книга стала «Это я», потому что все знания, которые я получаю, это невероятные знания, которых даже нету в книжках. Да? И поэтому я поняла, что это не означает, что я там только я буду, да, я все равно какие-то книжки вот смотрю, могу рекомендовать Садхгуру, да, «Внутренняя инженерия», тоже очень хорошая книга. Я Джона Диспенса, да, тоже я читаю. Вот более такие, конечно, для личностного роста, по психологии читала, но я сейчас даже, если честно, не припомню прямо вот так, потому что, честно говоря, как-то у меня так стирается. Слишком быстро стирается. Да? Все быстро стирается. Я даже 3 дня или вчера что делала? Что я делала? Не помню. Вот, это ты кто? Привет, ты кто, да? Привет, ты кто? Да, я не помню. Вот книга «Трансерфинг реальности», да, там то, что рассказывает несколько. У нас есть версия Зарьяна, которая не пошла по этому пути, возможно, да. Есть Зарьяна, которая вышла замуж, и у нее 4 ребенка, например, и так далее, разные версии нас. И можем ли мы, например, сейчас перейти из другой ветки на самую высшую? Да. И как это можно быстрее сделать? Мир многомерен, да, получается, у нас очень все одновременно в настоящем времени все это происходит. Можно вот так смотреть, да, сколько тебя есть и сколько это проходит. Я сегодня как раз разговаривала с своим визажистом Василием, да, я говорю, знаешь, у меня такое ощущение, что я спрыгнула через это, как пространство, да, через пространство ты проходишь быстренько, короткий путь, и я перешла на свою лучшую ветку, потому что на лучшей ветке все страдания закончились. Да, на лучшей ветке. Я думаю, у меня есть подруга просветленная еще, она в Москве живет, и мы с ней постоянно разговариваем, и даже когда видеозвонок делаем, мы только через 3-й глаз невероятный свет улавливаем. Вот так просто смотрим, и невероятный свет. Это просто поток огромный. И я говорю, вот недавно тоже разговаривала, я говорю, все страдания закончились. Неужели, разве такое может быть? Неужели такая жизнь есть? Что такое это? Да, давайте я объясню. Это примерно вы живете в прозрачном шарике. Есть прозрачный шарик, оно называется страдание.
да, например. И вы там живете, вы строите свою счастливую жизнь. Прямо там строите свою счастливую жизнь, все так идеально, и вроде бы там жизнь идет, кипит и так далее. Но временами вы страдаете. Вы можете страдать там возле окна, там поплакать там и так далее, да, и говорите этим, я немножко пострадаю, да, или вас могут расстроить, вас могут расстроить жизненные ситуации, у вас могут быть какие-то негативные ситуации, потери и так далее, и вы страдаете. То есть как бы ни крути, дайте вам причину страдания, вы страдаете. Это вы живете в страданиях. То есть вроде бы счастливую жизнь в этом строите, но вы живете в страданиях. И как выйти из этого шарика прозрачного называется страдание. И про это как раз говорят, человек же любит страдать. Да? И он, даже если все у него хорошо, он все равно где-то выберет страдать. Потому что он просто живет в этом мире страдания. И вот как раз лучшая ветка, когда ты из этого шарика выходишь, да, а там нету страдания. Нету страдания, что бы ни случилось. Ты не выбираешь страдать. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, ты не выбираешь страдания, ты одно единое целое со всеми, ты наполненная, ты радостная, ты благостная, благородная и несешь эту любовь в себя как дар. И когда я это ощутила, я своей просветленной подружке говорю: Боже мой, ущипните меня, неужели такая жизнь без страданий есть? Это когда все кармические вот эти, видимо, да, какие-то вот эти долги и так далее, ты настолько перестраиваешь, и ты выходишь, ты уроки свои познаешь, и ты выходишь только в настоящий истинный путь. И я хочу сказать, что я вышла только в настоящий истинный путь. И таким образом в этом страдании жизни это всего лишь твоя подготовка. А вот когда лучшая версия тебя, это про быть в настоящем, быть силой себя и быть собой. Да. И делать свою миссию, да? Да. Именно путь настоящего, когда человек на миссии, это просто каждый день твои крылья вырастают снова и снова. И тебе не важно, что происходит. Просто тебя невозможно остановить, потому что ты сила настоящего. Ты на своем истинном пути. Ты сколько угодно. И я говорю: Боже мой, я же стану очень невероятно богатой женщиной. Потому что сегодня я вступила в настоящий свой путь. Да. И это когда в настоящий путь, это она связана еще с сердцем. Когда синхронизация с твоим сердцем, с твоим миром, полностью в системе, абсолютно со всеми ты синхронизируешься. И вот это какое-то что-то происходит, и ты чувствуешь вот эту вставку, как будто на своем месте, ровно, да, и просто вот начинаешь сиять. Тебе сейчас получается и легко в спорте, легко в коммуникации, ты можешь быть чем угодно. У тебя нету ограниченных каких-то мыслей, и ты я сижу и по 10 часов на практиках, да, и так далее. Для меня это несложно. Легко я смогла перестроить свое питание, да, то есть это чистое питание, где я уже, слушая свое тело, питаюсь тем питанием, которое мне нравится. Да, и это я никогда не думала, что я так буду, например, откажусь от мяса, тем более мы в Якутии живем, у нас в генетике просто мясо, дайте мне мясо. Реально, как выживание же, по идее, для нас мясо. Да. Дайте мне мясо, но и я человек мира, да, я проводник мира, и я иду в мир, я есть мир, да, и мир во мне. Все есть я, и каждый человек, да. Вот хочу задать один вопрос на нашем родном языке, сахалы. Да.
Мынык протоколларын сахалы этихпен хептебитинди. Да. Ага, анна олана бир вопрога этихпен барамын. Бихи крачтер битермен трехней болар Володя ханывын. Бу бихигини отут сыл иннитигер тох кетери бу андойдун. Учумпуга серген истербин көңүллән. Учумпуга бир келим боларбын көңүллән. Ыратын эревин, баран эревин. Тохтуу түйін, тууюн, тулурдах кихи олорор. Кели бары сайды элбах кихи өйө санаата атын сирге көһүүтэ. Беги сирбит олох келеминен сайдара бытарбыт. Бытаран турар. Харахпытынан турар бүтүгер сайдар курдукпут ол эрен. Инникиннен көрдөкка түргенник таганы сайдар туллах сирге олоробут. Жон харагын баян сабан атын эттинен көрдөрен тураллар. Отут сылынан ыйтар боллакытына өссө билигин агырбын көңүллән. Улахан сирдер народтар культуралара келейте, сайдыта бир келем самого болан түмсү, ого уру аймакка саңа билини киллери, анда ютаңы тахымыгар тахсар, үрдүк билилах үйрәхтер арылыктара, манна кэлэн атын сирттен элбах билини үйрәтер чинчиер жаннар бар булуктара. Чинчии үйрәга олус күске сайдыга. Хахайригер. Сахасыргер. Ага. Атын манык элбахты көрдөккө усайнан улахан даганы манык экскурсиялар докторду манык элбах бай доктор көрөнөр былыргы доктор. Ага, это как получается сейчас этого нету. Но это появится. Оно станет одним из центров, где люди будут изучать как раз вот этнограф, да? Или Этнографические. Какие вот эти, ага. Но переездов будет очень много. Также в рождении детей, да, я сказала что-то, что может тоже новые системы появятся. Новые системы появятся, будет очень много контроля. Система контроля, она очень усилится. Да. Людям закрывают глаза, ты еще сказала, да? Ну это, да, это что-то я сказала. Может быть лишнее или нет? Или это в настоящем моменте? Но это как бы, да, это что-то я получила. Откуда я получила? Хорошо. Все. Мне кажется, нужная информация, которая должна была прийти, она пришла. Да. Ага. Давай еще раз напомним нашим зрителям, да, мы скоро уже завершаем наш эфир, что какой подарок мы подготовили для наших зрителей. Да. Еще раз. Ага. Дорогие зрители, я рада буду слышать ваш голос, я рада буду вашей подписке. И в подарок каждому человеку, кто напишет подкаст, я подарю урок «Быть собою». И послушав этот урок, вы получите осознание, силу настоящего себя, какой-то внутренний отклик. И каждый мой урок, оно имеет бесконечную, безграничную, безусловную любовь. Истин играх сыгана кытта, истин сыганах сырах катигер итигер таптал долгуна кирега.
быть собою урок, оно будет, когда они напишут, правильно? Да. Плюс еще я подарю диагностику вашей чакральной системы, которую я сделала для Рианы. Угу. Да. То есть нужно будет просто подписаться на страницу Зарьяны и написать ей подкаст. Да. И тогда вас ждет подарок уже от Зарьяны и также созвон с чакральным диагностикой. Да. Угу. Отлично. Зарьяна, что бы ты хотела передать нашим зрителям? Что бы я хотела передать? Так, давайте сейчас. Что бы Вселенная хотела передать? Сейчас я спрошу и скажу. Давай. Да. Вселенная, да, что хочет сказать? Вселенная, она передает каждому человеку этот стук твоего сердца, этот стук молчания, которое давно лежит в тебе. Хочешь услышать, что оно на самом-то деле говорит? И это годами у вас лежало. И наступил тот момент, когда ты можешь услышать свой стук сердца, где есть сила настоящего тебя. Второе. Не опаздывайте, пожалуйста. Время, оно настолько быстро летит, как кажется, но на самом-то деле и времени нету. Но в этом времени можно остаться в ступоре, заблудиться, заблуждаться и потерять себя. Потеря человека, она находится здесь, сейчас, в настоящем, как и нахождение человека сейчас. Не потеряйте, пожалуйста, себя. И это касается каждого человека. В-третьих, энергия, она ускоряется. И сильные мира всего, они поднимаются. Высшие учителя, они обучают бесконечно, бесконечно этих проводников и тех людей, которые готовы дать миру больше. Обращайтесь, не стесняйтесь, любите эту жизнь безусловно. В-четвертых, не осуждайся, откажитесь от всех суждений себя и других людей, ведь вы проживаете эту жизнь, самую прекрасную жизнь на земле. Земля вас пригласила для того, чтобы вы были счастливы и радовались. Каждое суждение, оно слышано Вселенной. Вселенная хочет, чтобы ты была счастлива. Благодарю. Благодарю. Так. Мне кажется, сегодня получился очень необычный подкаст, да. Мне кажется, тем людям, которым нужно, да, они услышат, найдут, возможно, какие-то ответы. Кто-то найдет через этот подкаст тебя, да, потом уже найдет инструменты работы с собой, да, чтобы изменить свою жизнь. Да. Поэтому хочу тебя тоже поблагодарить, Зарьяна, то, что ты несешь такой свет, да, в этот мир, да. Обучаешь людей, даешь любовь женщинам, да, рассказываешь свой опыт, да, делишься своими знаниями. Вот. И хочу пожелать нашим зрителям также, чтобы вы продолжали всегда видеть в мире только хорошее, лучшее, вот, и продолжали любить жизнь. Да. Всем до встречи. Да, всем спасибо.